Но мне нужно будет чем-то ритмически помочь. Нет? Не поможешь? Давай. Бақшаларда шешек атта сен отыртқаны бірлеген, бақшаларда шешек атта сен отыртқаны бірлеген, бірлеген, сен витаминимі біргеннен, бірлеген, сен витаминимі біргеннен. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмисис! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня вместе с нами готовит популярный татарский певец, композитор Ильгиз Шайхразиев. Ильгиз, салям! Салям, Руслан. Приветствую. Привет, привет. Руслан, я знаю, что к вам приходят с подарками. Я вот принес такой вот вам подарок. Красивый шамаиль. Пусть принесет вам счастье, добра и здоровья. Большое спасибо, Ильгиз, за подарок. Ильгиз Шайхразиев, певец, композитор. Родился в Набережных Челнах, сочиняет песни с 14 лет. В 2005 году переехал в Казань, окончил Казанский государственный институт культуры. Лауреат различных песенных конкурсов, таких как «Созвездие», «Тюркчевизион», «Астана Тюрксой» и других. Участник первого и второго фестивалей татарской песни «Узгеряш-Жиле» «Ветер перемен». Ильгиз, расскажи, пожалуйста, с каким рецептом ты сегодня к нам пришел? Я пришел сегодня с популярным татарским блюдом. Плов, очень вкусный будет, надеюсь. Я тоже. И, конечно же, мы приготовим на десерт пирог с вареньем. Сразу два блюда, Ильгиз. Да, сразу два блюда. Ну, это хороший вызов, надеюсь, мы справимся. Обязательно. Итак, мы начинаем с татарского блюда плов. Для приготовления плова мы используем по традиции говядину. Кстати, она у тебя с жирком такая. А мы его убирать не будем, у нас будет сочный плов. Так, хорошо. Ты тогда режь мясо, а я буду по традиции... морковку и лук. Лук, давай. Хорошо. Все, начинаем, Руслан. Давай. Бисмилляйтып. Бисмиллахиррахманиррахим. Мясо у нас будет не очень мелко и не очень крупно. Ильгиз. Так. Программа называется у нас «Секреты татарской кухни». Расскажи свой секрет, когда впервые ты приготовил настоящий татарский плов? Или сегодня у тебя премьера? Ты решил испытать меня. Я тебе честно скажу, сегодняшний плов будет мой второй плов, Руслан. Первый был мой не так давно, вчера. Вчера. Потому что мне позвонили, сказали: Ильгиз, приезжайте к нам, приготовьте нам что-нибудь вкусное. А я люблю очень плов сам. Решил. А почему бы и нет? А почему бы и нет, не прийти. Но готовить плов я не умел. Я зашел в интернет, в YouTube, подписался на ваш канал и просмотрел все варианты пловов. И придумал свой, да. Ну а блюдо какое у тебя любимое, Ильгиз? Вот которое ты не обязательно умеешь готовить, но всегда рад попробовать. Әлбәттә, татар халык ашлары. Что-нибудь там из... Чтобы было с мясом, чтобы было с картошкой. И все это обернуто в какое-нибудь тесто. То есть ты сейчас так красиво и интересно сказал про бәлеш. Про бәлеш, пешмак. Да, конечно. Про все наши традиционные татарские блюда. Дома-то кто готовит в итоге? Супруга любимая? Конечно, конечно. Жена мне готовит. Я как женился, честно говоря, я в университетские годы еще сам себе готовил. Ну, бывало так, там, начинаю готовить суп, получается каша, начинаю готовить кашу, получается суп. Как-то это все на интуитивном уровне у меня все получалось. А женился, все уже, честно говоря, об этом уже беспокоиться не приходится. Руслан, тебе задание. Ты сейчас прогреешь казан и масло, и потом мы положим лук. То есть по классическому рецепту готовим. Обжариваем лук, морковь, затем добавляем мясо, рис и плов готов. Нет, лук, мясо, потом морковь. Вот так вот. Вот все-таки есть секрет у тебя. Есть. Хорошо, давай поговорим о профессиональных твоих секретах. Давай. Расскажи, пожалуйста, во сколько лет молодой юноша по имени Ильгиз вышел на сцену и спел первую красивую песню. И что это была за песня, кстати? Так, ну первый раз мы с соседкой сочинили песню и спели ее в школьном концерте. То есть мало того, что спели песню, вы ее и сочинили еще? Сочинили, да. Она написала текст, я написал музыку. И мы такие два крутых вышли
на сцену. Конечно, аранжировки у нас не было, мы просто акапельно взяли, спели. Это был первый раз, это был первый мой выход на сцену. Мне было 14 лет. Честно говоря, я очень волновался и совсем, можно сказать, не помню, как это все закончилось, но люди аплодировали, потом после выступления к нам подходили, спрашивали, неужели это ваша песня? То есть в 14 лет, чтобы сам написал песню, это же, понимаешь, это же какое-то событие для молодых людей. Это не только событие, это и талант. Ну, для вас поет Ильгиз Шейхразиев. Что-нибудь исполни, пожалуйста. Песня называется «Экият». Сказка. Сказка. Жылы радио дулкыннары сені орап алыр, жырларым жүрегіңде қалыр, тыңла, жырла. Мен иракта болғанда, мені ойлағанда, ышан. Менің йөрәкләргә тошан, ефәк кебек йомшак күңелеңне бушат. Юеш күзләр аша. Бу безнең әкият, мәхәббәт. Гөлләргә күмәдер безне, могҗиза иленә сәяхәт. Ышан, бу безнең әкият. Ох! Давно не пел я эту песню. Плов будет не только вкусный, но и музыкальный. Да, немножко забыл слова, свои же, причем слова. Это от волнения, потому что готовить и петь, и выступать, это все на самом деле сложно. Итак, Руслан, у нас лук почти готов, уже такой золотистый. Сейчас мы положим туда мясо. Так, давай перекладываем. Так, перекладываем мясо, осторожно. Кстати, плов хоть и обычное классическое блюдо, да, но все его все равно готовят по-разному. Кто-то обжаривает сначала мясо, потом лук и морковь. Да. Кто-то сначала лук с морковью сразу добавляет. Ну, мы сделаем по-шейхразиевски. По шейхразиевскому сценарию, которого он давным-давно вчера научился. Да, давным-давно вчера научился. Хорошо, раз ты сам сказал слово «учился», расскажи немножко о своем любимом институте культуры и искусств. Да, который ты удачно закончил. Ну что, я в 2005 году приехал в Казань учиться. Там в Челнах я с 14 лет пел себе. Мои педагоги сказали, что мне нужно продолжить это дело как-то профессионально. Да, нам нужен соль. Так, соль, пожалуйста, здесь у нас. Так. Ильгиз, а тяжело было поступать? Ведь сотни талантливых абитуриентов приезжают ежегодно в Институт культуры. И ведь ты должен отличиться, быть лучшим из них и поступить. Ну, отличительная моя черта была. Она сейчас у меня с собой. Ты опять про бороду? Нет, бороды в это время еще не было. Не, ну знаешь, я очень надеялся, что поступлю, выучил песню. И конкурс, конечно, был большой. Тем более в 2005 году как-то это все, очень много было всяких желающих петь. Но Аллаха шукр, я поступил и... Какой факультет? Факультет сольного пения. С какой песней ты вот поступал? Ты говоришь, выучил песню. Я на вступительных экзаменах пел свою любимую песню. Называется она «Яратыгыз». Знаешь такую песню? Споешь со мной? Яратыгыз дуслар. Да. Это очень известная песня. Кеттік. Яратырға келдік, біз бұл жерге. Яратмаған йөрәк яналмай. Яналмаған йөрәк, йөрәк түгел. Яратмаған йөрәк, кирәк түгел. Яратмыйша безгә ярамай. И все вместе. Яратыгыз, туган ягыгызны. Яратыгыз, сөйгән ярыгызны. Бер нигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Руслан, аңладың ба? Аңладым. Я хотел продолжить, что итсез пловны пешерге ярамый. Я тоже хотел там. Хам кишерсіз. Да. Кстати, о морковке. Мы ее добавляем сейчас. Давай мы ее добавляем сейчас. Опа, мясо хорошенько обжарилось. Ты спел эту красивую песню, покорил сердца преподавателей, и тебя взяли в Институт культуры. Да, меня взяли в Институт культуры, я там... На вокальный факультет? На вокальный факультет. Деканом этого факультета была очаровательная Венера Хатовна Ганиева. Венера Хатовна, сизга зур салям, большой привет. Сәлемсіз. Вот насколько вообще тяжелее учиться, когда декан факультета примадонна татарской эстрады? Это ведь большая ответственность? Нет, наоборот, легко. Наоборот? Она очень любит своих студентов, да вообще всех любит. Она очень бережно и очень
пытается помогать в жизни, и это очень замечаешь, это чувствуешь, и, конечно же, благодаришь. Помогает учиться, да? Помогает и учиться, и вообще в жизни, какие-то концерты, где-то выйти, показаться, вот это, она просто относится к своим ученикам как, ну, к детям Ты своим. дуэтом пел с Венерой Хатуной? Дуэтом пел, совсем недавно. Какая песня? Да, «Яратырға келдік біз бұл жерге». Вот эту «Яратырғыз» я спел. Но для нее это было неожиданностью, потому что она сидела в зале, а я вот так вот спустился и сказал: «Венера Хатуна, это моя мечта. Исполните ее здесь, да, и сейчас». Конечно же, Венера Хатуна не отказала молодому человеку. Молодому человеку. Мне, да. И мы очень весело исполнили вместе, всем гостям, всей публике понравилось. Итак, Руслан, сейчас подошел тот самый момент, когда нужно добавлять специи. Кстати, посмотри, как хорошо жарится у нас мясо. Отлично. Так, какие жарится. специи? Вот специи все-таки в плове у всех разные. Нет, основной вкус дает именно специи, мне кажется. Да, зира. Чайную ложечку. Ну, да, ну это по вкусу, кто как хочет. Ну, и давайте, и барбарис, вот у меня здесь есть. Так, еще что мы добавляем? Так, у нас есть паприка. Это больше для краски, чтобы у нас был рис такой немножко золотистый. Да. Ты, в принципе, можешь уже мешать. Перемешивать, да? Да, перец. Давай. Настоящий такой мужской плов со специями получается у нас. Так, и, конечно же... Обычный черный молотый перец. Да, немножко. Мы размешали все специи, и сейчас последний штрих. Рис. Чтобы это было все пловом, Руслан. А не обычное жаркое. Так, добавляем рис. Равномерно распределяем рис по всей поверхности. Ильгиз, ты готовишь уже плов второй раз, поэтому уверен, ты знаешь, что здесь самое главное, да, не переборщить с водой, когда мы сейчас будем заливать рис. Да, нужно немножко вода была чуть больше риса, чуть выше. Ильгиз, я не знаю, знаком ли ты с этим приспособлением, но когда я заливаю воду в плов, я использую шумовку. Равномерно вода распределилась, и не было никаких у нас дополнительных ямок, да, дырочек. Итак, нам остается сейчас накрыть наш плов крышечкой и ждать. Ждать, пока закончится реклама на канале ТНВ, после которой мы приготовим вкусный пирог. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Плов от Ильгиза Шейхразиева. На разогретом растительном масле в казане обжарили до золотистого цвета мелко нарезанный лук. Затем добавили мясо, а чуть позже морковь, нарезанную соломкой, и специи – зиру, барбарис, паприку, перец, соль. Все перемешали. Дали мясу с овощами немного потушиться и засыпали в казан промытый рис. Осторожно залили рис водой через шумовку, так, чтобы уровень воды был на 1 сантиметр выше уровня риса. Накрыли плов крышкой и довели до готовности. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовит сегодня с нами композитор, замечательный певец Ильгиз Шейхразиев. Ильгиз, спасибо, что пришел. Бигзур Ахмед. Первое блюдо от Ильгиза – это вкусный татарский плов из говядины. Он уже готовится у нас. Ну а сейчас пирог. Пирог. Так, Руслан, ты давай теперь растапливаем масло. Сливочное масло. Да, а я пока займусь тестом. Ты сказал, что этот пирог готовится очень быстро и легко. Да, я не врал тебе. Ты не врал мне. Как и в первой части нашей программы. Так, ну начинкой будет у нас варенье. Варенье будет, да, вкусное варенье. Яйца мы взбиваем с сахаром. Вот столько нам нужно будет сахара. Хоп. И пошел процесс. Ильгиз, я хотел поговорить о прошедшем фестивале Узгаржиле, в котором, если не ошибаюсь, ты участвовал дважды. Да. Расскажи, пожалуйста, вообще о истории этого фестиваля, да, и конкретно о твоих выступлениях. Ну, история фестиваля, я думаю, это же ведь молодой все равно фестиваль. Да. Назрело у нас в обществе, что нужно куда-то двигаться в музыкальном плане, даже в творческом каком-то плане. И устроили наши мэтры фестиваль, чтобы песни наши, всем знакомые, звучали по-новому. Как-то по-интересному, чтобы мы могли представить их даже европейским слушателям, даже заокеанским. И я думаю, у нас неплохо получилось.
Не знаю, как у меня, но у нас, в общем... Какие ты исполнял, допустим, в этом году какую песню исполнил? В этом году я исполнил песню «Эх, сез матур кызлар». То есть классическую популярную татарскую песню, Да. которую на этой студии мы пели и слышали часто. И сегодня наш музыкальный гость не будет исключением. Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Уенның да яман тапмыйм, ни булды белмим. И Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Бекзор Ахмед. Тем временем мы растопили сливочное масло и немного его остудили. И сейчас его уже можно добавлять. Давай, Так. ты тихонько добавляй, я буду мешать. Так вот размешиваем. Уточни, пожалуйста, вот как ты попал на фестиваль «Узгарь жили» и как вообще проходит кастинг туда? Мне кажется, вот много артистов хотели бы там выступить, потому что статус фестиваля ведь очень высокий. Ну да, конечно, оперный театр и музыканты отличные, сцена, площадка шикарная просто. И оркестр, как там стоял на сцене, как Да, красиво да, было. да, и все это по танцовке. Ну знаешь, я давно уже выступаю на разных площадках нашего города. Мгм. И организаторы «Узгарь жили» просто Добавляем муку. Ага. Просто они мне сказали, что они меня видели на молодежных фестивалях, на праздниках города, вот, и сказали, чтобы я принес на кастинг, а кастинг проходил в марте, первый. Кстати, добавляем немножечко чего? Вот это беленького. Это разрыхлитель и ванилин. Так, продолжай. Вот, и они мне позвонили, сказали, чтобы я пришел на кастинг и спел самые свои смелые, самые свои прямо очумелые песни, да. Чтобы я пришел с рэпом, с R&B, Ага. с одной джазовой песенкой. Видимо, понравился, и они мне сказали, что давайте Ты с вами клево работать. поешь R&B, но на фестивале, на концерте ты будешь петь «Эксес мотор козла». Да, нет, в первом фестивале я спел «Субуйлап» в таком R&B стиле. То есть в оригинальном Немножко. исполнении. Нет, не в оригинальном. В оригинальном она звучит немножко... Нет, по-своему в оригинальном. А, То да, есть да, это было да, необычно, я имею в виду. Необычно, да. Кстати, вот этот Необычно. стиль, как он тебе вообще появился? Ведь ну, ты действительно по-своему индивидуален, таких, как ты, можно сказать, только я ему не Рахмаев. Продолжай. Продолжай, Руслан. Да. Вот Нет, R&B стиль, вообще как он? R&B, возможно R&B вообще в татарской музыке? да, все возможно в татарской музыке. Что мы какие-то не такие, что ли? Мы же не инвалиды татары, мы же живем на планете Земля, мы дышим одним и тем же воздухом, и поэтому мы можем все, без булдравыз. Хорошо, Да. Ильгиз, вот как раз пока ты Так. месишь тесто, давай заправим его R&B. Ну, что-нибудь такое из своего тогда. Her uyanna eğer eğlendirsem sözlerge, her sırrını eğer min kaldırsam izlerde, her taşudan eğer min yudruktu yönlesem, belki yaşav jingil bolar idi minga tik tiremde, dosta kalır idim iken, her öpkemne. Қолымда таш etsem, belki yaşav жеңіл болар еді миңа тик тиремде, достар қалар еді мекен и вместе. Өткенлерні хәтерләп елама, ты что не знаешь слова? Артыңа қарама. Немножечко, я не ожидал такого финала. Ладно. Но я искренне тебя слушал и скажу, это ведь интересно. Очень, Дружище. очень. Мне вообще все интересно. Итак, Руслан, мы замесили тесто. Сейчас нам нужно половину заморозить. Ты мне То дай есть пакет. убираем в холодильник. Да, убираем В морозильник. холодильник. Да. Так. Морозильник. Мы его заморозим. Сейчас нам нужна сковородка. Подойдет? Отлично. Мгм. Нужно будет, наверное, руками. Вот так вот мы ее. Так, давай я тоже помогу, потом скажу, что Руслан не готовил этот пирог. Нет, никто не скажет. Хорошо, сейчас на каком этапе, давай продолжим про твое творчество разговаривать. Что интересного, нового в творчестве Ильгиза Шахразиева? Сейчас мы готовим альбом. Мой, так скажем,
первый официальный. Я просто хочу как-то собрать все свои песни в один альбом, потому что они творились вот в этот период. Я их не выпускал. Этот альбом будет как один законченный творческий продукт. То есть как книга, как фильм. То есть первый том такой. Да, первый том. Мы сделаем такой с тобой бордюрчик. Чтобы наше варенье не растекалось, Не да? растекалось, да. Все, давай. То есть аккуратненько. Аккуратненько. Но главное, много варенья. То есть здесь варенье мы не жалеем. Все, варенье мы распределили равномерно. Сейчас нам нужно тесто, Руслан, Красиво. Так, которое Да. уже заморозилось. которое уже заморозилось. И мы накрошим это тесто сюда, Сверху. сверху. А вот этого я не ожидал, честно говоря. Это такой неожиданный поворот. О, все отлично. Ага. Так вот мы равномерно. Будут такие красивые Ильгиз, кружева. честно скажу, ты меня удивил. Такого рецепта я еще не видел. Ну вот, видишь? Руслан, смотри, как красиво получилось. Еще раз скажу, что такой рецепт, я вот, ну реально, у меня на памяти его нету. Я уверен, что это блюдо и выглядит красиво, и получится вкусно. Еще будет еще лучше. Уверен? После духовки. А, Давай. То есть пока еще есть нельзя. Отправляем в Да. духовку наш пирог. Так, открывай. Бисмилля рахман рахим. Опа. Сколько по времени готовится наш пирог? 20-30 минут. А для наших зрителей буквально 2-3 секунды. Прямо сейчас мы накрываем на стол и будем пробовать оба наших блюда. Песочный пирог с вареньем. В миске смешали яйца, сахар, ванилин. Добавили растопленное сливочное масло. Понемногу всыпали муку, смешанную с разрыхлителем, и замесили крутое тесто. Разделили тесто на две части. Одну убрали в морозильник, чтобы охладилось. Другую часть теста равномерно разровняли по форме для выпекания, сформировав небольшие бортики. Сверху выложили слой варенья. Оставшуюся часть теста натерли на крупной терке третьим слоем и отправили пирог в духовку на 20-30 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш вкусный канал на YouTube. Ильгиз, ну ты уже подписался, я знаю. Да. Прямо сейчас мы попробуем наш вкусный татарский плов и пирог, который очень красиво выглядит, особенно в разрезе. Итак, начинаем с плова. Бисмилля рахман рахим. Бисмилля рахман рахим. Итак, прямо сейчас мы узнаем, умеет ли готовить господин Шахразиев. Тут Айрымби не поможет. Внимание. Да? Вкусно же? По-моему, неплохо. Настоящий классический ароматный плов. Даже лучше Мясо вчерашнего, получилось знаешь? очень мягким. Лучше, чем вчерашний? Да. С каждым разом все лучше и лучше. Я, конечно, не знаю, какой был плов вчера у тебя, да? Я его не пробовал. Но за сегодняшний я ставлю тебе 5. Молодец. Спасибо. Спасибо большое. Я старался. больше ты, мяса. Ты тоже старался. Я тоже старался, потому что я же это тоже ем. Да. Но больше мяса, ты знаешь, я что люблю? Десерты. Люблю Сладкое. сладкие пироги. Так. Прямо сейчас вместе с вкусным чаем мы пробуем пирог, который, уверен, меня порадует. Итак, Дустам. Я прям, знаешь, Вкуснотища. я прям чувствую, здесь, знаешь, силы вот здесь, вот, знаешь, вот так вот вытягиваются мне борода. Говори, я пока поем. Ильгиз, пирог получился, как я уже сказал, во-первых, очень красивым, но и тесто легкое, и вот сочетание с вареньем, прям пальчики оближешь. Не верите? Приготовьте сами, дорогие друзья. Ильгиз, ты сегодня всю программу радовал меня интересными историями, вкусными блюдами, а сейчас я тебя расстрою. Наша программа подошла к концу. Я тебе говорю большое спасибо, Бигзур Ахмед, было очень весело и интересно, творческого тебе вдохновения и новых успехов. Рахмат сизге, спасибо вам. Зовите еще. Я очень был рад приготовить эти блюда, да еще и поговорить с тобой. И, конечно же, я без песни, без подарка не уйду. Бакшаларда шешек атта син отыртканы бирлеген, бакшаларда шешек атта син отыртканы бирлеген, бирлеген, син витаминиме биргеннем, бирлеген, бирлеген, син витаминиме бирлеген.
Ильгиз Шейхразиев и Руслан Жарабудинов готовили для вас, наши любимые телезрители. Салам, Дуслар. Увидимся на канале ТНВ. Пока-пока. Faydalı